ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 26 апреля мэр города провел пресс-конференцию со средствами массовой информации. Магомед Османов, заместители, руководители профильных отделов и управлений ответили на большое количество вопросов. Далее мы приводим вырезки из более чем часового общения. Проблемы с газоснабжением в домах первого и второго этапов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, а именно в поселке Дальний по улицам Молодежная и Геологов. Решение там единственное правильное, которое я вижу вот на сегодняшний день, это уйти от газовых колонок для подогрева воды или сделать централизованное водоснабжение, поставить в подвале водонагреватель, так называемый бойлер, или сделать электроводонагреватели. Другого варианта решения там мы не видим. Заставим подрядчика, вернее проектировщика поменять проект и все остальное делать, и подрядчик будет переделать, или что-то по-другому, но с бюджета никаких денег на это не уйдет. Мы должны, вынуждены, вернее, дождаться, пока будет решение суда. Если я не ошибаюсь, это будет где-то, может быть, если мы в мае подадим, но постараемся, конечно, ускорить, каким-то образом подключить и других людей. Я думаю, что где-то в июне, в июле мы этот вопрос должны решить. Ситуация с маршрутками, возможным исчезновением мерседесов с маршрута номер 12, установкой знаков запрета остановки на остановках общественного транспорта и борьбе перевозчиков. Вот те мерседесы, которые работают на этом 12 маршруте, это предприниматель, который пошел на субподряд к САТП-1, приобрел в лизинг эту технику и работает с САТП-1. Почему он работает с ними, а не сам отдельно? Да? Потому что по тем информации, которая у меня есть, он не может получить лицензию. Если сегодня САТП-1 уходит у нас, допустим, да, в связи с тем, что не выполняет какие-то обязательства там свои, мы перед ними не выполняем, он перед нами не выполняет. Если он уходит, естественно, эти мерседесы тоже они будут вынуждены уйти. Или на это место приходит другой перевозчик, у которого есть лицензия, и эти мерседесы точно так же приходят к этому перевозчику, точно так же, как и САТП-1. Я приглашал того человека, который сегодня занимается этим маршрутками. Мы с ним беседовали. Нормально, никаких вопросов, ничего не было. Я ему тоже сказал, что вот так, что на сегодняшний день его слова, что я сегодня воспользовался тем пробелом, который есть у САТП-1 на этом маршруте. Объясню почему. Потому что вот если бы вот этот маршрут, 12-й маршрут, автобус ходил бы вовремя, как положено, по расписанию, человек знал, что через каждые 5 минут будет он приходить, садиться и ехать, он бы не стал бы садиться на эти газели. Он бы сел бы на хороший, нормальный автобус. Но когда есть нарушение графика движения, когда вот он стоит 10 минут, подъезжает к нему эта газелька, он в него и садится. Поэтому я и САТП-1 сказал, что вот этот человек воспользовался теми недостатками, которые вы у себя на этом маршруте организовали. Вот этот транспорт, который сегодня ездит, он должен был быть в Питере осмотрен. И только после этого они должны были получить заключение, и после этого только они должны были продаться. Но ни одна газелька до Питера не доехала. Я не знаю, как они получали эти бумаги. Одной из капель, которая, допустим, принудила поставить эти знаки, было то, что на сегодняшний день вот это появление этих газелек. А сегодня, что мне вам объяснять? Вот съездите, пожалуйста, на любой конец Ленина, где на магазин Печора, возле гостиницы Тимат, посмотрите эти остановочные комплексы. Вот тут же там на Зеленого, там где вот овощной магазин, да там частными машинами заставлена остановка. И почему они занавешены? Потому что для того, чтобы их повесить, мы должны были сперва как бы там заранее предупредить, все, поэтому на сегодня они занавешены. Знаки останутся. Ремонт в школах города и ситуация с МСОШ номер 4. Если вы задаете вопрос по капремонтам, таких капитальных ремонтов у нас не будет. Будут локальные ремонты, то есть для того, чтобы каким-то образом уйти от той ситуации, которая в этом году произошла, то есть чтобы и протекания крыш не было, и все остальное. А в части материалов, вы в курсе дела, там у нас как бы есть решение этого вопроса, есть сумма цена вопроса, которую мы на какую сумму будем приобретать материалы, это прозаиком по всем школам, садам, это краска, это кисточки, это все остальное, для того, чтобы хотя бы провести чисто косметический текущий ремонт. По 4-й школе там как бы тоже на сегодня ситуация такая, что после той ситуации, когда там начало топить, мы выезжали с главой, встречались с директором школы. Сегодня на 4-й школе тоже там как бы двухсменный режим работы. Было принято решение о том, что он подбирает помещения, мы за счет своих бюджетных средств ремонтируем эти помещения, закупаем оборудование, я имею в виду школьное
классной принадлежности для того, чтобы уйти от двухсменки, чтобы сделать там нормально. Поэтому решение такое принято, и мы это сделаем к сентябрю, там уже мы до школы, в 4-й школе уйдем. Ремонт дорог. Практически 2/3 города надо приводить в нормативное состояние. Это очень большие деньги. Но на сегодня что-то хоть у нас есть, поэтому было принято решение первоочередным сделать дороги. Они подразделяются по категорийности. Но это понятно, что основные дороги наши городские, в том числе и плюс дороги, по которым ходят общественный транспорт. Денег, конечно, на сегодняшний день я вам могу сказать одно, что практически вот те участки, которые мы вам и говорили, мы показывали, они уже обсчитаны, как бы денег на это хватает. Где-то может какая-то экономика там получится, где-то по другим, если появятся какие-то дополнительные участки, дополнительные деньги, еще дополнительно будут участки внесены. В части колодцев мы буквально в понедельник проводили совещание, вы знаете сегодня, да, что вот эти вот дороги, все у нас переданы сейчас казенному предприятию спецавтохозяйства. Вот проводил в понедельник у них совещание, мы четко и ясно разложили, что у нас должно быть 3 вида работ. Это дорога, это ливневки, это колодцы. То есть на каждый вид работ будут отдельно посчитаны сметы. Сколько будет стоить подъем колодцев, сколько будет стоить подъем и отпускание ливнев, потому что у нас в этой части, сколько будет стоить сама дорога, там, в том числе и с лежачими полицейскими, ну, так называемыми все. Поэтому сметы сегодня готовятся, они с понедельника уже приступили, уже не то, что там сидят в кабинетах, они уже вот с этими линейками ходят, по всем дорогам меряют. Я думаю, что мы к концу недели уже полностью цифру уже на каждом участке дороги будем иметь. После того, как мы вышли с зимы, было бы лучше, если мы эти кирпичами не закладывали, пусть бы они эти ямами были бы. Это, я вам говорю, что это временное явление для того, чтобы хоть каким-то образом эти ямы закрыть. Пока земля не отойдет от мороза, какие-то работы проводить, там асфальтирование или что такое, это бесполезное дело. Не то, что бесполезно, это неправильное дело, преступно это будет все. Возможно, ремонт центра детского и юношеского творчества «Дом пионеров» в детском парке. По самому Дому пионеров тоже, вот я вам могу сказать, где-то еще, по-моему, в 2014 или какой-то дальше году, там есть проект для того, чтобы привести все здание в нормативное состояние, сделать из него конфетку, там порядка 150 с лишним миллионов рублей. Но на сегодня она станет, конечно, больше. И эти деньги планировались там привлечь в результате там подписания соглашения с «Газпромом». На сегодня этот вопрос еще актуален, но он сегодня еще с повестки дня не снят. Поэтому предполагается, еще раз говорю, предполагается, что будет подписано соглашение «Газпрома» с республикой, будут выделены энная сумма денег, и по той информации, которая есть у меня, на сегодняшний день, еще раз говорю, это не подтвержденная информация, что в этих средствах есть деньги на ремонт Дома пионеров. Ситуация с недостроенными или полуразвалившимися домами на Первомайской, бывшая баня, на Синюкова и зданием на месте бывшего военкомата. Ну, с баней-то там проще. Они у меня где-то 2-3 месяца назад были, собственники Щербатюк там с этим. Но вот здесь вот договорились, что они в мае месяце, после майских праздников, они начинают приступать к реконструкции этого здания. То есть они планируют там делать какое-то торгово-офисное помещение. Они планируют, но вот глаза в глаза смотрели, посмотрим, если в мае не будет, естественно, будут дальше к ним какие-то меры приняты. В частности, если мы говорим здание, вот, которое у нас по Синюкова, это здание Лукойловское, тоже когда был здесь Лев, мы с ним говорили, они его планируют снести, тоже в этом году. Они уже снесли. В 2009 году разрешение на строительство получала фирма «Инстройгаз» для строительства трехэтажного 12-квартирного жилого дома. На сегодняшний день статус этого объекта незавершенный строительством. Есть правообладатель, который на сегодняшний день расположен в городе Усинске. С ним ведется переписка, но переписка получается в плане того, что администрация обязывает их все-таки оградить объект, ограничить доступ на территорию. Они это делают, они идут на контакт, но в ходе эксплуатации, в связи с тем, что там живого присутствия сторожей на данной стройке нету, получается проникновение жителей города Ухты, детский фактор, сами понимаете. Строительство вертолетной площадки в поселке Шудаяк и протест местных жителей против вырубки части соснового бора. Я и донес эту информацию, просто правительство было у главы. Я ему рассказал, что там было очень большое количество людей, которые все против. Я ему говорил по поводу той площадки, которая находится на той стороне, все.
ребята, вот мнение, которое есть, я поэтому я до них донес решение, которое принимают они. Но второе, чтобы вы понимали, этот земельный участок, он принадлежит больнице. И если вот когда люди говорят, мы там гуляем, мы там ходим, если завтра больница поставит забор, кто туда будет ходить гулять? И одним из условий того, что эта вертолетная площадка у нас она будет, является то, что сегодня земельный участок должен принадлежать больнице. Давайте тогда вопрос решать там. Ту вертолетную площадку, это не больничная, это не муниципальная, это Газпромовская, если я так не ошибаюсь. Просто так ее не передать даже так вот. Земельный участок должен принадлежать больнице. Вот еще раз говорю, мое личное мнение, да, она должна быть там, на территории больницы. Но как руководитель, который все-таки говорит, что видит, что вот так вот, хотя против этого решения, я их мнение буду доводить и буду защищать и на уровне республики.